находимся в городе Москве на книжном фестивале. И знаете, где он проходит? Он проходит на Красной площади, столице России. Вот такой интересный фестиваль. Но он сделан очень интересно в плане того, что, смотрите, здесь сразу с Красной площади идет трансляция. Для никого не секрет, что сейчас молодежь мало читает, больше интернет. Связаны и очень тесно связаны. И мы стали думать о том, как сделать фестиваль. И в 2020 году... Здесь собрались ведущие издательства России. Книжные, печатные и так далее, и так далее. Для того, чтобы понять, такая интерактивная площадка. Исполнитель произведений. Стал покидать дюку. А я был удивительно маленьким. Даниэль Уолтер Хендерсон. И снова из Соединенных Штатов мы перемещаемся на Красную площадь. Уважаемые жюри, вы готовы? Да. Раз, два, три. 10, 9, 8, 9, 10. Кто прокомментирует? Мне кажется, нет, я за вами наблюдал. Вы знаете, очень много можно сказать негатива к этому человеку молодому. Я ему поставил 10 баллов, потому что он невероятно обаятельный. Ну просто невероятно. А мне кажется, что для артиста, вне зависимости от возраста, это самое главное. Я ничего не слышал, я не знаю, как все остальные, я совершенно не слышал текста, но он такой обаятельный, и так ему это нравится все делать, что мне кажется, да, тот случай, конечно, не важен, да? Зато не узнал это. Да, я думаю, это тот случай, когда это, возможно, не Даниэля, так как мы текст знаем наизусть, я ждала, если ты Лёлище. И вот когда сначала я думала 8, но когда он сказал, если ты Лёлище, я думаю, да. Но плюс, конечно, крайне приятно видеть такого чудного мальчика. Вообще горизонтальные связи между нашими людьми, между детьми очень важны. И тут у меня благодарность. Так надо учиться и в Якутске сделать, прямо на главной площади. Печатники. Но ты Лёлище, понимают люди во всем. Сейчас только что молодой мальчик прочитал одно из русских произведений. Это действительно первое впечатление очень сложно перебить, а тут, видите, обаяние решает. Друзья мои, мы продолжаем наш ход. Федор Меркулов из Вологодской области. Мне просто приятно, Федь, стоит на одной сцене, финалист Брянцевского фестиваля. В свои годы уже играл в главной роли в спектакле. Федор Меркулов, Валентин Катаев, «Детская душа». Да это не педагогично, сказал папа.
Может быть, ответила мама. А я тебе говорю совершенно определенно, что это не педагогично. А ты думаешь, когда ребенок получает двойки, это более педагогично? Сраженный железной логикой мамы, папа некоторое время молчал. Обыкновенно, когда мама с папой начинали спорить, Вася надевал пальто и, стараясь как можно неслышнее хлопнуть входной дверью, убегал во двор. Но на этот раз спор папы с мамой крайне заинтересовал мальчика, и он стал слушать дальше. То, что ты предлагаешь, прости меня, просто глупо. Все здесь сказал происходит прямо на Красной папа. Я в площади. таком случае отстраняюсь от его дальнейшего воспитания. Воспитывай его сама. Ну и буду, сказала мама. Я знаю детскую душу лучше, чем ты. Вася, что ты там делаешь? Пальто надеваю, сказала Вася. Здесь прямо можно подписать что-то, да? Автограф сессии, если? Или как? Если вам очень нужен автограф, я могу подписать. Это не всего фестиваля, это на национальном. Если надо, пожалуйста. Также вот Что ты Арманка. скажешь? Ты у меня будешь получать 5 рублей. Прямо здесь. 5 рублей. Красная площадь. Вот теперь посмотрим, здесь еще один интересный такой. Кроме выставочных павильонов, где можно купить любимую книгу, интересную книгу. Вот смотрите, что здесь происходит еще. Мы видели две площадки, вот уж еще одна. Я, все мы это человечество. Поэтому я к тому, что персональную ответственность мы тоже с вами несем. Не надо ее, эту ответственность размывать и как-то проецировать на нечто такое непонятное. Здесь наша личная ответственность тоже есть. Это диктатура. Российское экологическое общество предлагает идеологию экодиктатура. Диктатура природоохранного законодательства. Приоритет экологии над экономикой. Прежде чем что-то построить, что-то сделать, реализовать инвестиционный проект, любой бизнес-проект, сначала ты должен побеспокоиться об экологической безопасности. Этот приоритет у нас, кстати говоря, в Конституции Российской Федерации. На Красной площади я с удовольствием об этом говорю. Посмотрите Конституцию Российской Федерации. 42 статья. Государство нам гарантирует благоприятную окружающую среду. Более того, в этой же статье государство нам гарантирует достоверную информацию о ее состоянии. Это очень важно. Это очень важно. Сегодня этой информации не хватает. Мы не знаем, какую воду мы пьем, каким воздухом мы дышим. Мы, к сожалению, во многих регионах у нас дефицит этой информации. Так вот, экодиктатура, она сегодня у нас реализовывается в указах президента, в национальном проекте «Экология», в новых национальных целях. Друзья, не поленитесь, зайдите на официальный сайт и посмотрите эти документы. Это документы стратегического планирования. По этим документам мы живем. Мы, корпоративный сектор, бизнес, власть. Мы все, общество наше живет по этим документам. Нам заложены очень амбициозные задачи. Напомню, Это общество знаний реализуется до 24 года. экологии, так скажем. Следующий этап развития экологического нашей страны до 30 года. Далее мы видим амбициозные задачи, которых Смотри на тот вопрос.
Добрый день, друзья! Рады приветствовать вас на книжном фестивале «Красная площадь». Меня зовут Андрей Краснов. И, как всегда, это одно из самых главных событий книжной индустрии, где мы говорим о книжных новинках, которые читают и будут читать, которые будут обсуждать и, конечно же, возможно, и, скорее всего, будут критиковать. Но сейчас не об этом. Здесь, на этом фестивале «Красная площадь», конечно же, присутствуют авторы, которых любят, которых издают и для которых вы приходите в это, казалось бы, хорошую погоду, а не сажаете 2 ведра картошки на своих приусадебных участках, за что вам большое человеческое спасибо. Поаплодируйте сами себе, вы молодцы. Ну и согласно, несмотря на то, что рояль уже из кустов выдвинулся сюда, на сцену, согласно протоколу, хочу представить нашего гостя, но думаю, что в представлениях он не нуждается. Итак, за 27 лет своего творчества он написал более 60 романов в различных жанрах. Комедия, мистика, сентиментальная проза, психологические триллеры и фантастика. И причем он не просто пишет посредством своих героев, своих историй, своих героев, он помогает преодолеть кризисы и жизненные ситуации своим читателям через своих героев же, за что ему большое спасибо. Российский писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель, а вот сейчас взорвитесь аплодисментами, Олег Рой! Спасибо, здравствуйте. Ну, на самом деле мы уже это репетировали, поэтому все удалось здорово. Вот. И повторю свой текст, который я на вас уже отработал 5 минут тому назад. Во-первых, вам огромное спасибо, что в такой прекрасный, солнечный, неветреный день, вот, вы все-таки нашли время, пришли на встречу со мной, на встречу с книгой. Почему? Потому что в этом году, я не понимаю, что произошло с нами со всеми, но в этом году площадь и фестиваль переполнены. Ты заметил? Я понял это по вчерашнему дню. Это было какое-то сумасшествие вчера, когда лил дождь, и сегодня. Я думаю, в этом виновата правильная установка шатров. Как-то все как-то динамично, и люди могут... У меня есть другая версия. Другая версия. Здесь 4 раза представлен на различных встречах Олег Рой, поэтому... Мы это тоже репетировали, поэтому. Сегодня еще 3 встречи после этой встречи будут обязательно. Можно уехать домой. Почему? Потому что я тоже люблю. Не заострять внимание на первом слове. Почему название, о чем книга? Расскажите, пожалуйста. Ну, все очень просто. Название такое довольно провокационное, но на самом деле речь идет о собаке, и все, что с ней происходит, в общем-то, могло произойти с каждым из нас. И история это о бездомном. То есть Си читает и любит читать, и много пишет. Мне кажется, что Шарик, он живет в каждом дворе, и, наверное, это самая распространенная кличка для всех бездомных собак. Кроме того, эта история, я думаю, самая личная, потому что началась она в Петербурге, в доме на проспекте Гагарина, в моем подъезде жил как раз вот такой вот бездомный пес, которого я назвал Шариком. И время от времени достаточно серьезное мероприятие. Чтобы вы понимали, кто здесь представлен. Еще раз говорю, все это прямо на Красной площади. Вот детская литература.
школа на стихи Романа Сефа, Юрия Эмсина и Сергея Козлова. Ждем вас в Московском театре мюзикла! Все, я прощаюсь. Не слишком вышло много времени.